Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Прощайте алые погоны. 75-й юбилейный выпускной прошел в Казанском Суворовском училище. Куда отправятся вчерашние мальчишки, узнал Рамиль Шайдуллин. В дом после пожара начали возвращаться жильцы. В ближайшее время отвезут металл, уже будем стараться вот эту часть, что сейчас поставили, покроем металлом. Как идет ремонт и когда его планируют завершить, расскажет Павел Драгунов. Зарегистрирован новый председатель СНТ, а садоводы об этом даже не знают. Протокол общего собрания, чего не было. Либо протокол заседания правления, чего не было. То есть, соответственно, он принес фиктивные документы. Как СНТ-кооператор едва не довели до банкротства, и откуда появился новый председатель. В ситуации разбиралась Вероника Гайнутдинова. Сила в движении и единстве. Поистине это хороший европейский уровень. Сегодня в Казани завершились всероссийские динамовские игры. Как выступили татарстанские спортсмены, расскажет Рамиль Галиулян. Знаменательный день для Казанского Суворовского военного училища. Сегодня здесь состоялся юбилейный 75-й выпускной. За эти годы из стен учебного заведения вышли больше 12 тысяч кадетов. Среди них 10 героев России и более 60 генералов. Поздравить вчерашних кадетов в училище приехали премьер Алексей Песошин, главный федеральный инспектор Виктор Демидов, руководитель администрации Раисы Республики Азгат Сафаров. Во взрослую жизнь шагнул 71 выпускник. Что для них значат алые погоны и кем они себя видят завтра? Рамиль Шайдуллин продолжит. Поздравляю вас с 75-м выпуском Казанского Суворовского военного училища. В последний раз в одном строю навечно братья. Позади 7 лет учебы в легендарном Казанском Суворовском. Еще детьми они мечтали об этих алых погонах, а сегодня вчерашние кадеты уже без 5 минут курсанты. Воспитанники училища, окончив высшие военно-учебные заведения, успешно командуют частями и соединениями, добросовестно трудятся в штабах главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации. Многие из них сегодня героически выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Алексей Песошин поздравил коллектив и выпускников от имени Раисы Республики. На трибуне Азгат Сафаров, Артем Хохорин, Виктор Демидов. От всего сердца желаю вам дальнейших впечатляющих солидных успехов в вашей многотрудной службе до защиты нашего любимого национального отечества России. Желаю всем здоровья, чтобы все стали генералами, кто идет в военное училище. А перспективы для этого у вас есть. Вы сами поймете, когда поступите в военное училище. Успехов вам, всего вам самого наилучшего. В первый раз такое раскатистое «Ура» на этом плацу прозвучало в 40-х. Первыми курсантами были дети войны и сыновья полка, ребята из действующих фронтовых частей. Тогда, в самый разгар Великой Отечественной, руководство страны приняло решение заняться сыновьями красноармейцев, погибших на фронте. Дать этим детям лучшее образование в стенах детских военных училищ. Они получили название «Суворовские» в честь великого полководца. Сегодня в России их 8. Казанская открылась в 1944 году, а уже в 1952 сюда молодым лейтенантом приехал участник Сталинградской битвы Александр Шахназаров и проработал четверть века. Так что все годы, они по-разному. Ну, я вам прямо скажу, суворовцы наши молодцы. Вот эти нынешние выпуски, они, большинство идут в военные училища. То есть они, идя в Суворовское училище, продолжают династию военных людей. Сегодня в Суворовском обучается 400 ребят с 5 по 11 класс. Конкурс 11 человек на место, поэтому поступают лучшие. Суворовское училище дало ему именно такое мужское воспитание, мужской стержень. Он у нас стал такой прям серьезный молодой человек. На этом плацу 71 выпускник, из них 10 золотых медалистов, 8 кандидатов в мастера спорта, 49 перворазрядников. И это ли не показатель того, что когда-то ребята сделали правильный выбор, по крайней мере, сами они считают именно так. Суворовская заложила лучший фундамент. Так считает каждый, кто сегодня получает аттестаты и золотые медали. Это действительно фундамент, и я бы даже сказал, прочный фундамент
мы построили за эти 7 лет. Стал патриотом своей страны, кругозор раскрылся. Ровесники мои не смотрят на жизнь так, как смотрю я. Многого добился, понял, как это все отражается в твоем характере, стал мужественным. И теперь планирую поступать в военное училище. За 75 лет Казанская Суворовская выпустила больше 12 тысяч кадетов, из них 10 героев страны, 17 академиков, больше 60 генералов. Один наш земляк Валерий Герасимов, генерал армии. Здоровье, терпение, и чтобы они были действительно достойными сыновьями нашей Родины. Всегда несли в себе великий дух русского солдата. По традиции, вчерашние кадеты в последнем марше по родному плацу осыпают его монетами на удачу. Уже завтра многие разъедутся по разным городам, но с сердцем навсегда останутся в Суворовском. Рамиль Шайдулин, Владимир Ларионов, ТНВ, Казань. Продолжаем выпуск. Холодное лето 2023-го или когда ждать потепления? Этим вопросом всю неделю задаются жители республики. В Татарстане установилась очень низкая для этого времени года температура. Днем она не поднимается выше 15-18 градусов, ночью и вовсе опускается до +3. Местами дождь не оставляет никаких надежд на то, что выглянет солнце и придет уже долгожданное июньское потепление. Как говорят казанцы, им пришлось достать зимние вещи, а по вечерам в домах включают электрообогреватели. Теплые вещи вот на нас, да. Но неприятно. Черные тучи висят второй день. Лето. Все-таки хотелось бы тепла. С Геленджика, с теплых краев приехала, тепла нету. Достали кое-что, а так отлично чувствуем. Настроение хорошее, жара не всегда тоже нужна. Я думаю, уже, наверное, не будет все-таки почему-то. Потому что май был теплый, апрель был теплый. Не знаю. Хочется единственное, конечно, покупаться. Потому что еще не купались даже. Дом тепло. Полы подогреваемые, так что все нормально. Раньше ходил в рубашке, а сейчас приходится и теплее вещи одевать, уже ветровку, например. Капризом погоды татарстанцы не перестают удивляться. Неделю назад терпение садоводов испытывали сильнейшие заморозки, а сегодня в некоторых районах пошел град. Эти кадры в социальной сети выложили жители Муслюмовского района. Дождь с градом был настолько сильным, что он побил часть урожая, говорят садоводы. Прогнозы пока неутешительные. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни нас ждет холодная погода. Температура будет ниже нормы сразу на 6-8 градусов. Это связано с приходом арктического антициклона. Татарстанские специалисты называют эту ситуацию уникальной. Это событие, оно все-таки достаточно уникальное именно для этого времени года, подчеркиваю, потому что действительно на градусов на 7, на 8 даже температура ниже климатической нормы. И заморозки. Заморозки относятся к опасным явлениям. Они, кстати говоря, принесли в этом году большой ущерб нашей республике. Почему? Потому что в начале мая были заморозки. Это подействовало на садовые участки, на посевы, вот, яровых и так далее. А в это время года они никогда практически не бывают. Они заканчиваются обычно в старые времена до 7 июня. А в последние годы вообще мы про них забыли, про эти, так сказать, заморозки, так называемые, весенние, а тем более летние заморозки. Уже в это воскресенье арктический антициклон начнет отходить с территории Татарстана. По прогнозам синоптиков, воздух будет прогреваться. Но Гидрометцентр обещает не больше 20 градусов. Сегодня в Казани строители приступили к восстановлению крыши сгоревшего дома на Чехова. На объекте работает большая бригада, 21 человек. Они уже установили деревянную обрешетку будущей кровли. Параллельно идет очистка вентиляционных каналов, дымоходов и канализации. 40 квартир готовы к заселению. В каждую вторую уже вернулись жильцы. Работы по замене стояков затянулись из-за позднего допуска в квартиры. Павел Драгунов пообщался с погорельцами и рабочими. Тут у меня ничего не пострадало, слава богу. Квартира Ольги Ивановой расположена на 2-м этаже. Это и спасло ее от серьезных повреждений во время тушения пожара. С тех пор хозяйка жила у родственников, но сюда приходила. Работали управляющая компания и подрядчик. Накануне они завершили чистку канализации и дымохода. Сегодня решила вернуться домой. Я ночевала у других людей, мне не хотелось их больше обременять. У меня кроме газа все остальное есть. Ну, как говорится, сказать, что совсем квартира не пострадала, я не могу.
Страшный пожар на Чехова случился 14 июня. Загорелся балкон квартиры на 5-м этаже. Пламя быстро распространилось и охватило всю крышу. При тушении дом пострадал. Жители эвакуировали. Кто-то переехал к родственникам и друзьям. 12 человек разместили в одной из гостиниц города. Сейчас рабочие ремонтируют крышу. Уже возвели каркас под кровлю. Ремонтом занимается бригада из 21 человека. На следующий день после пожара мы с утра здесь были, уже началась разборка завалов. Все. Позавчера еще привезли материал, начали конструкцию собирать. Вчера строителям привезли 25 кубометров досок, стропилы и кирпича. В пятницу ждут металлический профнастил. Все за счет средств исполкома города. В доме 66 квартир, проживают 142 человека. Пока вернулись лишь владельцы квартир на нижних этажах. На сегодняшний день у нас заселено 33 человека, это 22 квартиры. 5 этажи пока не заселены, находятся в гостинице. А остальные жители начинают обследовать свои дома, кто-то ремонт начинает, восстановительные работы. Закончить ремонт крыши и вернуть всех жильцов в свои квартиры планируют к 7 июля. Павел Драгунов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Зарегистрирован новый председатель СНТ, а садоводы об этом даже не знают. С такой проблемой столкнулись дачники садового товарищества «Кооператор». Прежний руководитель правления довел СНТ до банкротства. Тогда дачники избрали нового и начали выплачивать долги. Но 2 недели назад, говорят, узнали, у них снова новый председатель. Только кто это и как он смог вступить в должность без собрания садоводов, непонятно, удивляются дачники. В ситуации разбиралась Вероника Гайнудинова. Это дачники казанского СНТ «Кооператор» жалуются на председателя садового товарищества Лилию Гадельшину. Говорят, она заняла эту должность без выборов и за 3 года правления ничего не сделала, а только довела СНТ до банкротства. За 3 года эта женщина вычерпала весь расчетный счет у нас полностью подчистую, якобы на зарплату. При этом ни копейки не досталось поставщикам, с которыми были заключены договора. То есть энергосбыт, вывоз мусора. То есть самое главное. Самое главное, на что, и, собственно говоря, и садоводы сдают членские взносы. Значит, в результате мы пришли к банкротству. Мы все делали по закону. Вот у нас первый протокол, где мы избрали Юрия Васильевича председателем. Садоводы решили взять все в свои руки, провели собрание с дачниками и избрали нового председателя Юрия Егорова. Он вместе с инициативной группой начал работу, чтобы избежать банкротства. За время нашего правления мы задолженность уменьшили половину. То есть у нас было 1 700 000, осталось 800 000. Сейчас нам стали звонить наши кредиторы и говорить, что им не поступают деньги с расчетного счета. Мы их доступа не имеем, и мы не знаем, куда они уходят. Неделю назад избранный председатель не смог получить зарплату в банке, где ему сообщили, на его должности уже другой. Так дачники узнали о смене власти. Только они этого председателя не выбирали. 8 числа мы узнаем о том, что в налоговой прошла регистрация какого-то человека. То есть он стал председателем нашего СНТ. Учитывая, что у этого человека должно быть не только учредительные документы. Извините, где он их взял? Новый председатель не выходит на связь, на телефонные звонки не отвечает. Вызываемый абонент не отвечает. 10 дней уже прошло, как этот человек зарегистрировался, он никак себя не проявил. То есть мы считаем, что это все опять-таки нужно для того, чтобы обанкротить наш сад, привести к банкротству. То есть препятствовать нормальному развитию, нормальной жизни сада. Потому что, видимо, кому-то нужна наша земля. Попросили приостановить платежи, потому что фактически, раз пришел самозванец, счет бесконтрольный, мы не знаем. Мы будем бороться, мы восстановим справедливость, но мы упускаем время. Сейчас сезон, видите, потому что вон что творится. Из СНТ перестали вывозить мусор. Дачники боятся, что скоро отключат и электричество. Сейчас они написали жалобу в прокуратуру и хотят обратиться в суд. Вместе с юристом были в налоговой, которая зарегистрировала нового председателя. Начальник инспекции сказал, что в их действии не было нарушений никаких, так как были все документы Шуваловым представлены согласно всем законодательствам, поэтому запись несли, несмотря на то, что у нас был запрет от судебных приставов, запрет на регистрационные действия именно на внесение записи в смену председателя правления. В какой-то момент в налоговую поступил постановление о снятии этого запрета. Сейчас Татэнергосбыт пытается выяснить у судебных приставов,
на каком основании. К тому же при избрании нового председателя в феврале дачники приняли и новый устав. По нему председателя можно регистрировать только при наличии протокола общего собрания. Как теперь быть садоводом? Можно ли признать незаконным приход нового председателя? На эти вопросы ответил юрист. Указанные регистрационные действия были проведены с нарушением устава садового товарищества. А нарушение устава, в свою очередь, является основанием для того, чтобы признавать данную запись недействительной. Налоговая указанную запись признают недействительной и восстанавливается запись, которая была внесена предыдущей датой, то есть, в частности, на предыдущего председателя, то есть вносятся данные. И, соответственно, на основании предыдущего протокола председатель восстанавливается в своих правах. Таким образом, можно будет восстановить правление предыдущего председателя, которого садоводы сами и избрали. Дачники также намерены обратиться в суд на прежнего председателя СНТ Лилию Гадельшину. По их предположениям, она не только привела СНТ практически к банкротству, но и, возможно, передала все учредительные документы новоявленному председателю. Вероника Гайнуддинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Отдай автомобиль государству. У любителей нетрезвой езды конфискуют железных коней. Как новая карательная норма алкорецидива выглядит в действии, читайте в интернет-газете «Реальное время». Семья из Татарстана получит медаль ордена «Родительская слава». Указ сегодня подписал Владимир Путин. Медаль присваивается социально ответственным семьям, которые воспитывают или воспитали 4 и более детей. Ильдар и Гульнур Рафиковы получат награду за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Рустам Минниханов сегодня провел несколько встреч в своем рабочем кабинете. Утром принял руководство телеканала «Общественное телевидение России». ОТР входит в топ-20 телеканалов по среднесуточному охвату аудитории. На встрече обсудили дальнейшее сотрудничество. ОТР планирует подробно рассказать об истории и достижениях Татарстана в рамках проекта «День региона». Наша республика не первый год работает с ОТР. С 2019 года в сетке вещания начался показ передач ТНВ. Многофункциональный духовно-просветительский и паломнический центр Казанской епархии сегодня посетил Рустам Минниханов. Его сопровождал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Центр находится в историческом здании начала 20 века на улице Большая Красная. Объект принадлежал Казанскому духовному училищу. В советские годы здесь располагались различные учреждения. Недавно в здании провели капремонт. Рустам Минниханов осмотрел обновленные помещения, посетил трапезную, актовый зал и гостевые комнаты. Митрополит рассказал, новый центр послужит распространению духовно-нравственных ценностей и христианских традиций, будет способствовать возрождению и развитию православного паломничества. И сегодня Раис Татарстана пообщался с председателем Всероссийского общества «Динамо» Анатолием Гулевским. Во встрече принял участие руководитель Татарстанского общества Азгат Сафаров. Рустам Минниханов рассказал, в республике развитию спорта уделяют приоритетное внимание. Татарстан заслуженно признается самым спортивным регионом России, а Казань – спортивной столицей. В этом большая заслуга республиканского общества «Динамо», отметил Раис Татарстана. Сейчас в их рядах порядка 30 тысяч спортсменов. Рустам Минниханов и Анатолий Гулевский обсудили совершенствование системы физвоспитания, развитие массового и детско-юношеского спорта. И сегодня в Казани закрываются всероссийские динамовские спортивные игры. Церемония проходит в деревне Универсиады, где эту неделю жили спортсмены. Первые игры посвятили столетию общества. И сейчас идет речь о том, чтобы сделать их регулярными. В медальном зачете первое место заняла команда Татарстана. На втором – Петербург и Ленинградская область. На третьем – Узбекистан. Последние часы в деревне Универсиады, которая стала домом для гостей со всей России, а также Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Динамовские игры позади. В памяти останутся самые яркие моменты. Татарстан всегда принимает радушно, по-настоящему как дома. Очень было приятно поучаствовать, посоревноваться. Сами ребята, спортсмены, сказали, что и организация была очень высокая, организация соревнований. Интересно было пообщаться со своими соперниками. В течение недели за медали в Казани боролись 2000 спортсменов, лучшие представители «Динамо». В программу игр вошли соревнования по 13 видам спорта, от плавания до пулевой стрельбы. Состязания посвящены столетию Всероссийского общества. Дорогой Татарстан, спасибо огромное и низкий поклон за то, что ты принял нашу великую спортивную динамовскую семью на неделю и обеспечил спортивной инфраструктурой, позволившей провести динамовский праздник на самом высоком уровне. Мы с вами открыли летопись
новой страницы «Динамо». Олимпиада среди динамовских команд. Так неофициально назвали эти состязания. Победителей награждают Анатолий Гулевский и председатель татарстанского общества Азгат Сафаров. Он возглавляет его четверть века. Под флагами «Динамо» татарстанские спортсмены добывают свои главные трофеи. В турнире участвовали спортсмены разных уровней. Для одних это первые масштабные состязания, а кто-то приехал ставить рекорды. Впечатляющих результатов на играх добилась татарстанская сборная. Наши спортсмены обеспечили себе первое место в медальном зачете. Наша команда хорошо выступила, первое место, задачу выполнили, все отлично. Приглашаем на эту сцену команду Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Второе место, неофициальный медальный зачет. Целый век они полны энергии. В планах на следующие 100 лет только победы. Рамиль Галиуллин, Андрей Ключников, ТНВ, Казань. Мы продолжаем нашу специальную рубрику «Своих не бросаем». В ней мы говорим о журналистских репортажах из зоны СВО, показываем видеоматериалы о том, как там живут мирные жители, с какими испытаниями им приходится сталкиваться. Сегодня расскажем о материале наших коллег с Первого канала. Они показали последствия массированного ракетного обстрела в Волновахе в ДНР. Били по мирному оживленному кварталу. Как рассказывает репортер, рядом школа и склад с гуманитарным грузом. 20 человек получили ранения. Под Волновахой погибла 6-летняя девочка. Она подорвалась на мине, которую ВСУ сбросили во двор жилого дома. Атаке подвергся и город Валуйки. В Белгородской области по мирным объектам выпустили более полусотни снарядов. Пострадали 8 жителей. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Сегодня в зоне СВО продолжается работа в сложных условиях по оказанию помощи мирному населению. Ведь мы своих не бросаем. Если вы тоже хотите помочь жителям Донбасса, то вы можете поступить на контрактную службу. В нашей республике продолжается набор и формируются батальоны. Соглашение подписывается на год и больше. Для военнослужащих контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты и социальные льготы. Можно обратиться в военный комиссариат республики или по месту жительства. Единый номер службы отбора вы видите на экране. Сегодня в Госсовете подвели итоги республиканского конкурса «Ветераны-хранители культурного наследия и самобытности народов Татарстана». Его организует Совет ветеранов на средства гранта. Победителей сегодня поздравил Фарид Мухаммедшин. В этом году на конкурс заявились 3000 человек со всех районов. Они представили более 8000 творческих работ. Победителями в 3 номинациях стали 60 участников. Двоим присудили гран-при. Это Илиса Имамов из Муслюмова и Рамзия Фатахова из Рыбной Слободы. Старались. Эстафету, полученную от вас, использовать для того, чтобы созидательная поступь нашей республики была конкурентной, и мы были на передовых позициях в Российской Федерации. Вам за это спасибо. Ваше доверие мы стараемся оправдать. Желаю вам доброго здоровья, благополучия, активность не терять. В Татарстане стартовал конкурс грантов «Раис Республики» для некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты. Он проводится при поддержке фонда президентских грантов. Заявки принимают до 23 июля на сайте гранты-татарстана.рф. Тематика самая разная – сохранение исторической памяти, поддержка семей участников СВО, патриотическое воспитание детей и другие. На направление развития татарской национальной культуры и общественной дипломатии заявления могут подать НКО всех регионов России. Бюджет фонда более 106 миллионов рублей. Каждая организация может запросить не более 3 миллионов. Конкурс для НКО, для поддержки идей, проектов во благо людей – вот в этом самый большой смысл этого конкурса. То есть государство делегирует некоммерческому сектору ряд своих полномочий, понимая, что НКО как партнер все сделает правильно. Конкурсы грантов проводятся для улучшения качества жизни населения. Здесь оценивается, например, какая у нас целевая аудитория, какая охват проекта, какая полезность от реализации этого проекта. Конкурс проводится в этом году, а реализовать его необходимо будет в следующем году. И тот традиционный критерий: в конкурсе могут принять участие все некоммерческие организации, которые зарегистрированы больше 1 года. В Нижнекамске прошел благотворительный футбольный матч между звездами российской эстрады и сборной командой Нижнекамска. Он состоялся на стадионе «Нефтехимик» при поддержке программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел».
Высокое поднимание бедра. Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов показывает ребятам из дворовых клубов, как нужно разогревать мышцы перед матчем. Поддержать их, показав своим примером, как нужно добиваться цели, как нужно к ней идти, как к ней нужно стремиться. Только дорого стоит, поэтому мы здесь. Свои наставления ребятам в ходе матча давал трехкратный чемпион России по футболу Виктор Булатов. Главная задача этого мероприятия – это привить вкус молодым ребятам, чтобы они по-хорошему заразились этой игрой, больше времени проводили во дворах. Ребята перенимали опыт мастеров. Тренировка очень крутая, с легендами футбола поиграл. Мастер-классы по футболу состоялись при поддержке программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел». Их участники получили памятные подарки. А затем на стадионе «Нефтехимик» состоялась церемония открытия благотворительного футбольного матча между командой российских звезд эстрады «Старко» и сборной Нижнекамска. В нее вошли сотрудники муниципалитета, работники и руководители Нижнекамск-Нефтехима. Компания «Сибур», компания «Нижнекамск-Нефтехим» традиционно поддерживает все мероприятия, которые направлены на социальное обустройство. В регионах нашего присутствия направление спорта, направление науки, направление развития в целом и здорового образа жизни. Детям с ограниченными возможностями здоровья вручили в этот день сертификаты на посещение футбольных матчей «Нефтехимика». Как этот джекпот выиграли, для нас не всем радость. На футбольном поле кипели нешуточные страсти. Шла упорная борьба за победу. В первом тайме счет открыли гости. Соперник замечательный, позволяет нам играть. Мы уже ведем 1-0, хотя команда очень сильная. Игра была захватывающей, никто не хотел уступать. Во втором тайме соперники сравняли счет 3-3, но удача оказалась на стороне гостей. Итог встречи 4-3 в пользу команды «Старко». Будет нам повод чаще собираться самим играть. У нас одно время была такая традиция, она как-то в последнее время отошла в сторону. Я думаю, возобновим. Подарком для всех стал концерт от звезд российской эстрады. На стадионе «Нефтехимик» выступил Виктор Зинчук, Григорий Гладков, Михаил Гребенщиков и другие именитые артисты. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Гульназ Гизатуллиной. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте! В студии Гульназ Гизатуллина. Холодные воздушные массы продолжают удерживать в республике пониженный температурный фон, и пока заметных улучшений не ожидается. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, облачная погода сохранится в Бугульме, Бавлах и Азнакаево. Осадки не прогнозируются. Ночью 8 градусов тепла, а днем плюс 14 градусов. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге переменная облачность и без осадков. В ночное время ожидается около 8 градусов тепла, а днем плюс 15 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше без осадков. Температурный фон невысокий. Ночью 8 градусов тепла, днем плюс 16 градусов. В Арске, Кукмаре, Балтаси переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночью около 8 градусов тепла, днем не выше 16 градусов со знаком плюс. Чуть теплее в Болгаре, Дрожжином, Буинске. Здесь малооблачно, преимущественно без осадков. В ночное время температура воздуха составит 9 градусов тепла. Днем же 16 градусов со знаком плюс. В Альметьевске чисто, по Лимамадыше облаков много, но преимущественно без осадков. Ожидается около 9 градусов тепла в ночное время, днем не выше 16 градусов со знаком плюс. В пятницу станет теплее, осадки не ожидаются. В честь своего юбилея агрофирма «Родные края Туган-Ях» приглашает жителей и гостей Республики Татарстан на праздник Сабантуй, который состоится 1 июля 2023 года в селе Миллетамак Муслюмовского района. Начало в 16:00. Добро пожаловать!
Агрофирма «Родные края» Туган-Як в этом году празднует юбилей. Нам 20 лет. В честь юбилея приглашаем вас на национальный праздник Сабантуй, который состоится 1 июля в селе Милля-Тамак Муслюмовского района. В программе праздничный концерт, розыгрыш ценных призов, специально приглашенные гости, народная артистка Республики Татарстан Резеда Шарафиева, заслуженный артист Республики Татарстан и Республики Башкортостан Ришат Тухватуллин. Начало в 16:00. Нужно выбрать подарок? С Флау-Вау это легко. Например, этот торт. Или этот. На 1 миллион подписчиков. Для бати. На день рождения. И на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Флау-Вау есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Не знаете, чем порадовать близкого человека? Все сокровища хана Кабанбека уже в приложении Флау-Вау. Королевские букеты, сияющие драгоценности и восхитительные десерты от локальных магазинов с доставкой от 30 минут. Айда в приложение. В столице Татарстана переменная облачность сохраняется без осадков. Ночью около 10 градусов выше 0. Днем ожидается до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха 56%. Магнитное поле Земли спокойное. Главная примета дня – отгоняйте все плохие эмоции и настраивайте себя на самое лучшее. Вы этого достойны. До свидания и берегите себя.